На окраине села посреди прекрасного горного пейзажа расположилась одна из пилорам, которая первой оказалась в поле зрения защитников природы. Ну, население здесь не бывает часто, но личные нужды уже сколько давно не уписывают. А так все документы, ИП, налоги отдаем. Владелец пилорамы предпринимательской деятельностью занимается уже 7 лет. В год тут распиливают и сушат более 200 кубов древесины. Продукция поставляется заказчикам из соседней республики. Все необходимые документы на ведение бизнеса у Дауда на руках. Налоговой инспекции договор есть, зарегистрирован. На данный момент нарушений у него нету. Сейчас у него доска есть, необрезная доска есть, и находится круглый лесоматериал. Поймать на месте преступления удается далеко не всех нарушителей. Благодаря новой технологии черные лесорубы могут срубать деревья практически бесшумно. Этот способ довольно-таки прибыльный. За 1 куб древесины, которую сдают в пилораму, в зависимости от ее породы, можно выручить от 1500 до 2500 рублей. В прошлом году, благодаря оперативной работе сотрудников АБЭП, совместно с участковым уполномоченным и налоговой службой в селе закрыли одну из пилорам, где занимались незаконной переработкой и закупкой древесины. Лесопилка была установлена. Очередной раз, когда мы проводили мероприятие по незаконным рубкам, нарушению лесного законодательства, было обнаружено налоговиками и участковый инспектор службы и надзорные контрольные функции комитета лесного хозяйства, что право устанавливающих документов лесопилки не было. Были составлены административные материалы, и вы видите в данное время, что лесопилка демонтирована, ликвидирована. Она выставлена на продажу. Вырубка леса может производиться только на законных основаниях, то есть при наличии официальных разрешающих документов. К ним относятся договор аренды или купли-продажи участка с лесными насаждениями, который приобретен с целью промышленной заготовки. Еще одна пилорама в сельском поселении, которая, по словам инспекторов, функционирует на законных основаниях. Сегодня тоже в списке проверяемых, правда, на месте никого не оказалось. В прошлом году ингурские инспекторы начали активную работу по выявлению незваных гостей в лесах. Тогда удалось пресечь 11 случаев нелегальной вырубки, а нарушителей привлечь к уголовной и административной ответственности. Незаконная вырубка леса жестко пресекается не только в этом сельском поселении. Борьба с воровским отношением к природному богатству ведется компетентными органами в масштабах всей республики. Саид Куштов, Адам Далаков, Новости 24.